Быстрее, выше, сильнее. Девиз Олимпийских игр актуален всегда. Ровно год прошел с открытия Сочинской Олимпиады, которая стала поистине историческим событием для отечественного спорта. Сегодня вновь вспоминают достижения наших чемпионов. Впервые в России официально празднуют День зимних видов спорта. В Северной Осетии его отметили с размахом. На ледовой арене состоялась своеобразная перекличка поколений. Именные олимпийские чемпионы поздравили юных спортсменов с праздником. Дай Бог этому дню просуществовать и продержаться многие-многие годы. Потому что та Олимпиада, которую провела наша страна, она должна запомниться надолго. И как можно дальше мы должны передавать из поколения в поколение, что наша страна провела самые лучшие Олимпийские игры и завоевала первое командное место. В Северной Осетии в последние годы активно развиваются хоккей и фигурное катание. С появлением ледовой арены все больше малышей записываются именно в эти секции. Уже сегодня они добиваются больших успехов. В праздничный день в товарищеском матче сошлись две владикавказские команды. Крупную победу одержала Алания, забив в ворота Арианы С 5 шайб. Фигуристки же порадовали зрителей показательными выступлениями. Всего за несколько лет существования секции девочки добились невероятных результатов. Под руководством Армена Асаяна они с успехом выступают на окружных и федеральных турнирах. Юные грации вновь и вновь доказывают, в Северной Осетии есть не только борьба и футбол. Возможно, пройдет еще один олимпийский цикл, и кто-то из них отправится в Корею, чтобы представить свою страну на главном старте четырехлетия. Праздник закончился массовым катанием. Всех зрителей пригласили на лед, ведь только так можно действительно проникнуться атмосферой спорта и здоровья. После такого красочного представления в секции хоккея и фигурного катания вновь хлынет волна желающих встать на коньки. А именно этого и добивались организаторы. Ведь День зимних видов спорта будут отмечать каждый год. Земфира Лулаева, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин. Осетия ТВ.